Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Камши Шара». Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. В рамках визита глава государства проведет ряд встреч в администрации президента РФ. Планируется обсудить актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия. В республике продолжается сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Турции и Сирии. 14 февраля президент Аслан Джаня отбыл в Москву. В рамках визита глава государства проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента Республики Абхазия. Министр иностранных дел Минал Ардзанба отбыл с рабочей поездкой в Москву. Глава МИД республики планирует обсудить с представителями органов государственной власти России актуальные вопросы абхазо-российского межгосударственного взаимодействия, сообщает медиацентр МИД республики. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил вопросы состояния и развития науки с президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джопуа, директором Абхазского института гуманитарных исследований Арде Ашуба и директором Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеславом Черикба. Как сообщается на сайте Кабмина Республики Абхазия, представители научного сообщества высказали свои мнения по ряду актуальных направлений, требующих особого внимания государства в контексте целенаправленных фундаментальных исследований, подготовки научных кадров и финансирования. Премьер-министр предложил участникам встречи представить консолидированную позицию научных центров страны с целью выработки дальнейших действий. В республике продолжается сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Турции и Сирии. К гуманитарной акции подключились все районы Абхазии. Смотрите репортаж Алики Трапш. По последним данным, общее число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирийской Арабской Республике превышает 40 тысяч человек. По поручению президента Аслана Джаня правительством принято решение о выделении финансовой помощи из бюджета Абхазии в размере $300 тысяч. $100 тысяч будет направлено в Турцию и $200 тысяч в Сирию. Кроме того, в Абхазии набирает обороты гуманитарная акция по сбору помощи пострадавшим от землетрясения. В центральном офисе МЧС в Сухуми открыт пункт приема. Жители республики приносят сюда теплые вещи, одеяла, продукты питания, бутилированную воду и предметы личной гигиены. Если людям, допустим, неудобно из наших городов везти сюда на место сбора, то можно обратиться в наши части по городам. В Гагарах, Гудаутах, в Ачамчирах, не имеет значения. Они потом соберут и свезут все сюда. Основное место сбора – это здание Министерства по чрезвычайным ситуациям на улице Конфедератов, дом 12. Что входит в гуманитарную помощь? Необходимые вещи. Это теплые вещи, спальные мешки, палатки, газовые горелки, детское питание, консервы, крупы, бутилированная вода обязательно, ну и так далее. Все, что не портится быстро. Друзья в Турции попросили одного из людей, который приносил нам гуманитарную помощь, он спросил, можно ли, там просят корм для животных, он спросил, переправите ли вы. Мы сказали, да, конечно. Вот привезли корм, около 40 мешков корма для собак, для кошек. Это все для Турции. К сбору гуманитарной помощи подключились все районы. В пункты сбора люди несут продукты питания, теплую одежду. Магазины, некоторые с города, которые здесь были, они нам предоставили. Еще некоторые компании предоставили. Там кто-то одеяло, продовольствие принес. Здесь пункт сбора нашей, как говорится, гуманитарной помощи именно пожарной части МЧС. Жители Абхазии отмечают, что в тяжелые военные и послевоенные годы наши соотечественники, проживающие в Турции и Сирии, оказывали нам поддержку и помощь. Когда они оказались в беде, оставаться в стороне Абхазия не может. То, что наше государство, руководство страны откликнулось, конечно, это очень хорошо. Потому что весь мир потрясла эта трагедия, и остаться в стороне Абхазия просто не могла. Понимаем, что возможностей не так много у страны, но это тоже какая-то помощь, это тоже говорит о том, что мы неравнодушны к той трагедии, которая произошла в этих странах. Мы знаем, что погибли и наши соотечественники, и в Сирии проживает диаспора наша, которая не осталась в стороне во время нашей войны, и добровольцами пришли и погибли здесь. И в Турции
наша диаспора, которой также мы дорожим. Когда я прочитала информацию, что правительство Республики Абхазия решило оказать материальную помощь пострадавшему народу Сирии и Турции, была, конечно, очень обрадована. Я считаю, что это очень правильное решение. Было очень обидно читать комментарии под данным информации об оказании помощи правительством. Я просто не могу понять некоторых абхазов, что случилось с ними сегодня. Почему вы забыли сегодня, что из этой же Сирии, из Турции приехали на помощь абхазам во время войны именно отдать свою жизнь за свободу Абхазии, за свободу Апсны. А сегодня некоторые плачут, что у них забирают рубль в помощь Турции, в помощь народу Сирии. Что случилось за последние 30 послевоенных лет, я не могу понять. Ведь всегда говорили, что не оскудеет рука дающего. Почему сегодня вы не поддерживаете правительство Абхазии, которое приняло правильное решение, я считаю? Почему материальное благо сегодня стало выше сострадания? Не знаю. Может быть, я не права, но я считаю, что основная масса абхазов думает точно так же, как и я. Собранный груз сразу после решения вопроса логистики будет доставлен непосредственно в зону бедствия, в пострадавшие районы Турции и Сирии. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанба обратился к сирийскому народу в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло 6 февраля, сообщает спутник Абхазия. Обращение было сделано на английском языке. От имени народа Абхазии глава МИД выразил соболезнования и слова поддержки. Дорогие братья и сестры, прежде всего, позвольте от имени народа Республики Абхазия выразить вам, народу Сирийской Арабской Республики, искренние соболезнования и слова поддержки. С глубокой грустью мы получили известие о разрушительном землетрясении в Сирии. Мы увидели огромное количество жертв и раненых. Мы следим за новостями и ищем способы поддержать братский народ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжане после телефонного разговора с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом дал поручение соответствующим органам сформировать гуманитарную помощь и создать объекты для реабилитации сирийских детей в Республике Абхазия. Граждане республики и общественные организации начали сбор средств с первого дня стихийного бедствия. Более того, посольство Республики Абхазия в Сирии готово оказать посильную помощь пострадавшим. Мы также рассматриваем возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию. Некоторые семьи в Абхазии изъявили желание усыновить детей-сирот. Этот процесс, конечно, требует изучения и работы с соответствующей законодательной базой. Республика Абхазия придает большое значение отношениям с братской Сирийской Арабской Республикой. Наши отношения стремительно расширяются, а также торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами, которое, я уверен, имеет большой потенциал. Отношения между нашими народами имеют глубокую историческую основу. Сирия стала домом для тысяч абхазов, переселенных в XIX веке. Многие из них стали влиятельными политическими, культурными и военными деятелями. Например, генерал Махмуд Абаза, генерал Валид Абаза, врач Ахмад Куджба, член Народного совета Сирии Джансет Казанба и другие. Все они были известными гражданами как Сирийской Арабской Республики, так и Республики Абхазия. Республика Абхазия в своей ближневосточной повестке дня ориентируется на консультации со своим основным партнером в сирийском регионе. Уважаемый сирийский народ,
Сегодня мы наблюдаем известную политику двойных стандартов со стороны коллективного Запада. Они не хотят помогать Сирии по политическим причинам. Такое разрушительное стихийное бедствие должно быть вне всякой политики. В этот трагический момент пришло время объединиться и действовать. Дорогие жители Сирии, мы уважаем и любим вас. Крепитесь. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» передал 100 тысяч рублей в помощь пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии. В это тяжелейшее время, когда жители Сирии и Турции стали жертвами мощного землетрясения, наш фонд не может оставаться в стороне. Сегодня, согласно решению учредителя культурно-благотворительного фонда «Ашана» Шакая Беслана Борисовича, инициативной группе «Нет чужой беды» были переданы 100 тысяч рублей в помощь пострадавшим при землетрясении. В Доме культуры в Гудауте прошла встреча руководителя общественной организации «Абхазское народное движение» Надкура Арзенба с общественностью. На встрече обсуждались актуальные политические и социальные вопросы. Присутствовали депутаты Народного собрания парламента Абхазии, депутаты городского собрания, общественные и политические деятели. Выступавшие организаторы встречи критиковали все аспекты работы власти. Сейчас, как никогда, нам нужна супердинамичная и эффективная власть с современным мышлением и подходами нового поколения. Мир вокруг нас наполнился большими опасностями, но при этом открыл и огромные возможности. От того, как мы с вами поведем себя в ближайшие 3 года, будет зависеть наша история на ближайшие 50 лет как минимум. Давайте вот спросим друг друга. Способна ли действующая власть провести нас через эти лабиринты? Вот я хочу вас спросить, вот какое ваше мнение? Подождем 2 года, а потом скажем вам. Да, потом будем, это как цыплят по осени считают, да? А бюджет саташемцан сара сашу салгар нас асара курахаесу. Я почти одинаково отношусь к власти и к объединенной оппозиции. Мы их знаем, они были уже у власти, еще придут к власти, но, во всяком случае, народ ждет очень многих перемен. Но мы пока 30 лет не видим эти перемены. Обратиться еще к вопросу майнеров. Вот эти майнеры – это зараза, которая появилась у нас в Абхазии. Этой заразой заразились именно больше всего чиновники. Чиновники заразились. Я помню, это еще при прошлой власти было. Уважаемый здесь сидит Адгур Амиранович, мы односельчане, между прочим. И я помню, он говорил, я поддерживаю, говорит, он был министром экономики, поддерживаю майнеры, говорит. Ну тогда можно было это сделать, но сейчас эти майнеры нас полностью рубят, понимаете. Хохнацотара майнеры. Нельзя их держать, надо уничтожить. Результат того, как государство откладывает такие вопросы на более позднее время, в надежде на более благоприятные условия, мы наблюдаем на примере закона о нашем языке. Если мне память не изменяет, насколько помню, этот закон был принят за 5 лет до вступления его в силу, и уже прошло более 5 лет с момента вступления его в силу. А состояние остается на прежнем уровне. При отсутствии ясной поэтапной программы действий и указанием сроков этот закон так и останется на бумаге, что и является лично для меня крайне негативным примером. На встрече также выступил экс-вице-президент 1995-2005 годов и глава администрации президента с 2005 года по 2009 Валерий Аршба, который подверг сомнению право абхазских бизнесменов из России принимать участие в экономическом развитии страны. Я смотрел абхазское телевидение, встречу главы нашего государства с бизнесменами, нашими, можно сказать, да, друзьями, братьями, лично которых многих я уважаю. Но после того, как я посмотрел, мне почему-то захотелось пойти на абхазское телевидение и в виде интервью и тогда сказать свое мнение по этой встрече.
Понимаете? Чтобы советовать народу, как ему жить, ты должен это заслужить. Моральное право ты должен иметь, чтобы народу сказать, как он должен жить. Однако в зале присутствовали также граждане Абхазии, жители Гудаутского района, абсолютно не согласные с мнением выступавших. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, герой Абхазии Роман Герия подверг критике высказывания всех выступавших. Вы то, что сеете сегодня, будете пожинать. Я знаю, это неправильно. Сегодня мы знаем, власть сегодня пришла, когда вступила в эту самую борозду правления. Казна была пустая, ни рубля не было, пандемия год шла. Я говорю свое мнение. Мнение человек говорит. Я как ветеран войны, как простой человек, как христианин, вот как я на это смотрю. А дальше вы сами думайте. Спасибо. Что происходит сегодня? Потихоньку страна начинает на ноги становиться. Один объект построили, второй построили. Вы говорите, продали. Наши люди там работают. Деньги в казну идут. Конечно, оппозиции это невыгодно. Надо было, чтобы все было плохо. Дайте мне договорить. Дайте мне договорить. Да. Вашу бытность было в 2-3 раза больше продано объект. И вы за это с ума сходите. Травите людей, обманываете людей. Вы подрываете авторитет власти, авторитет народа. Вот что происходит. Встреча с общественностью организации АНД длилась более 2 часов. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В рамках предстоящего празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов Абхазский государственный университет объявляет творческий конкурс среди студентов по изобразительному искусству «Мы помним». Цель этого конкурса, как и других запланированных мероприятий, формирование у студентов чувства патриотизма и любви к родине, воспитание уважения к ветеранам войны, расширение кругозора обучающихся, привлечение внимания и развитие интереса молодежи к изучению новейшей истории страны. Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца марта 2023 года. По итогам конкурса будет проведена выставка, сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 17 февраля на территории Абхазии ожидается снег с дождем. Температура воздуха ночью 0-2, днем 1-6 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.